Это моя первая поездка после освобождения. Андрей Барабанов и Илья Гущин не то что за границей не были давно. Еще не совсем привыкли, что в принципе могут сами решать, куда поехать и что делать. Илья провел за решеткой 2,5 года, Андрей – 3 года и 7 месяцев. Вот на этих кадрах молодой человек оттягивает бойца ОМОН от поваленного на землю мужчины. Это Илья. А это Андрей. В их деле есть участие в беспорядках, сопротивление представителю власти и годы тюрьмы. После них к обсуждаемому депутатами запрету на выезд из страны отношение особенное. Я не хочу остаться только в России и находиться во внутренней эмиграции абсолютно. Их жизни после тюрьмы очень изменились, но еще больше изменилась страна, пока они сидели. Очень сильно заметно проседание и обнищание. А если что-то по межличностным отношениям, злобы стало побольше. Чем дальше ты живешь в атмосфере вот этого негатива, в атмосфере таких репрессий, то тем сложнее тебе нормально себя чувствовать. Дженни Курпен ждать ареста после задержания при разгоне акции на Болотной не стала и уехала из России в Украину. Там она столкнулась с равнодушием чиновников международных организаций, призванных помогать беженцам. Дженни удалось вырваться в Финляндию, где она и живет сейчас с мужем и маленьким Степаном. Возвращаться в Россию не собирается и с готовностью делится опытом переезда. Европа, если речь идет о Европе, это не картинка из туристического путеводителя. Это настоящий, другой сложный мир, который не дает простых ответов на вопросы. А вопросов в последнее время все больше. Например, к так называемому пакету Яровой. 24 июня его приняла Госдума РФ. Законопроекты наделали много шума. В первоначальной редакции они не просто расширяли полномочия государства и ужесточали контроль над гражданами, но противоречили первой главе Конституции России. Адвокат и капитан неформального объединения юристов и журналистов «Команда-29» Иван Павлов инициативу Ирины Яровой изучил очень внимательно и объяснил, почему за день до голосования в пакет были внесены значительные изменения. Убрали норму о запрете на выезд из страны для россиян, судимых за терроризм и экстремизм, и возможность лишать гражданства. Там задумались и поняли, что они таким законом могут ударить не только чужих, но еще и своих. А это самое опасное. У нас ведь законодательство вообще применяется очень избирательно. Для этого придуманы всякого рода нормативно неопределенные акты с очень такими резиновыми формулировками, которые направлены против одних, но при тех же самых условиях они не будут касаться других. Так, чтобы свои не пострадали. Свои теперь не пострадают. А кому не нравится, может уезжать. Пока может. Дарья Соловьева. Настоящее время.